Спасибо огромное. Как по-гречески спасибо, Александр? Ευχαριστώ. Я не- И это глагол. Я вас благодарю. Я вас благодарю. Ну, в общем, уважаемые друзья, только что на ваших экранах он, собственно, и стоит, Александр Федотов. Это переводчик. Я вообще впервые вижу человека с российским гражданством, который переводит с греческого на русский. Александр, сколько у вас таких в России? Ну, я думаю, что в России достаточно людей, в том числе и в Уфе, в греческой общине. У нас есть люди, которые говорят и по-русски, и по-гречески, поэтому... Ну, в общем, это удивительно. Это можно Спасибо. дойти Спасибо за то, что вы есть вообще в республике. Также представляем вашему вниманию теологии Хрисис. Εγώ. Good morning. Пожалуйста, проходите сюда, Александр. Пригласите руководитель удивительного коллектива, который называется Карагуна. Это Греция. Здравствуйте. Теология — это имя или фамилия? Δώσ' μου λίγο τη χειρακή σου. Теология είναι επίθετο ή όνομα? Θεολόγη είναι επίθετο. Это фамилия. Это фамилия. Хрисис — это имя. Хрисис — Дмитрий Каретка. Χάρηκα. Очень рада. Дмитрий — это имя. Также представляем вашему вниманию президента греческого отделения СИОВ Ионидиса Константиноса. Здравствуйте. Рада вас видеть. Доброе утро. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι που σας βλέπουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Послушайте, вы ведь из Фессалии. Από Θεσσαλία. Θεσσαλία. Да, всё Это верно. родина Ахиллеса, если не ошибаюсь. Είναι η πατρίδα του Αχιλλέα. Ναι, εννοείται. Да, естественно. Да, насколько мужественны мужчины в вашем коллективе, насколько в них вот этот дух воина присутствует? Λέει πόσο οι άντρες που συμμετέχουν εδώ στην ομάδα σας, πόσο έχουν αυτό το δυναμικό χαρακτήρα του πολεμιστή. Πολεμιστή. Ναι, νομίζω ότι τον έχουν. Ну, достаточно сильно есть у них этот дух. Передалось. Ну, конечно. Конечно. Давайте поговорим о том, что из себя вообще представляет греческая делегация. Здесь уже вопрос будет, насколько она большая. Θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για η αποστολή από την Ελλάδα, η ομάδα πόσο είναι μεγάλη. Από πόσα άτομα αποτελείται? Είμαστε 25 άτομα. Ну, мы приехали в составе 25 человек. 25 человек. Ты обратил внимание, Альбин, как стоит Хрисис, да? Как будто не отвечает на вопросы, а отчитывает ведущих сейчас. Такая серьезная тетя. Давайте... Александр растерялся, как перевести? Мне нужно перевести. Нет, вы скажите просто, что мне нужно Скажите, переводить. она прекрасная женщина. Είστε πολύ όμορφη γυναίκα. Α, τι πίνει να τον κεράσω, φες. Συγγνώμη. Τι πίνει να τον κεράσω. А что вы пьете, чтобы я вас угостила? О, вот, значит, какая культура, традиция. Запоминайте, мы в России пьем все. Εμείς πίνουμε όλα. Α, εντάξει. Λοιπόν, κανονίστηκε. Если ты позволишь, Договорились. очень хочется обратить внимание все-таки на костюмы. Я просто стою, и у меня глаза разбегаются. Тут и монетки. Θα ήθελα λίγο Тут и цветы. να πάμε λίγο στην προσοχή στο κοστούμι Это всё σας. отражает Και историю. λουλούδια και νομίσματα και αυτά προσωπεύει ιστορία. Η φορεσιά αυτή δεν είναι από τη Θεσσαλία. Είναι από την περιοχή της Μακεδονίας. На данный момент этот костюм, он не из Фессалии, он с района Македонии. Είναι από το νομό Ημαθίας, από μια περιοχή που λέγεται Γιδά. Она называет сейчас район этот Иматия и Ида, Но это более исторический конкретно. костюм, это не какой-то стилизованный, не Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το κουστούμι έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Το καπέλο του είναι, πώς θα το πω, μάλλον να ξεκινήσω αλλιώς. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε για την εκστρατεία του, οι γυναίκες που έμειναν πίσω πολέμησαν επάξια και έτσι τους επέτρεψε να φορέσουν την περικεφαλαία του. Значит, смотрите, я очень быстро и коротко перейду, что она сказала. Особенность данного костюма из района Македонии заключается в том, что когда все мужчины ушли на фронт, ушли с Александром Македонским в данный момент, в стране остались и в районе Греции, остались в основном женщины. И когда пришли враги, греческие команды очень сражались очень браво и храбро. И, соответственно, потом, когда Александр Македонский вернулся, он разрешил женщинам надеть шлем. Этот головной убор – это стилизованные остатки шлема, которые разрешили тогда надеть женщинам, что не допускалось ранее. Единственное, я скажу, что это головной убор – это не естественно, исторически сохранился костюм. Это в данном случае, хотя в остальных случаях Потому что, как известно, Александр Македонский ведь ушел на войну не в прошлом году, да? Это было очень давно. И ушел он
придом на очень долгий срок. Давайте к президенту СИОФ греческого отделения обратимся. Ну, расскажите, тут мимо Тушев. расскажите о впечатлениях от России, от того, как все проходит у нас здесь, в Уфе. Είναι τυπώσεις σχετικά με τη Ρωσία και πώς λέει είναι στην Ούφα για τα πράγματα. Είναι τυπώσεις. Οι εντυπώσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι απέναντί μας. Η περιοχή εδώ είναι πολύ όμορφη και δεν μοιάζει καθόλου με τη χώρα μας. Впечатления у нас самые-самые наилучшие. Настолько гостеприимных людей мы вообще не ожидали. Ты είπες για περιοχή? Ότι είναι πολύ όμορφη περιοχή και δεν μοιάζει με την Ελλάδα. И у вас очень прекрасный край, который имеет свои характеристики, он не похож на Грецию. Ну, конечно, не похож на Ну, Грецию. зато башкирский загар у всех уже есть, да? У всех Ναι, участников. αλλά μαυρίσατε εδώ στην Μπασκυρία ήδη. Κοκκινήσαμε. Покраснели немножко, да. Мы можем попросить Хрисиса, этот чудесный коллектив Карагуна, ну, обучить известную в Стерлибашево звезду хореографа Альбину Касимханову некоторым движениям. Может быть, мы Ας покажем? ξεκινήσουμε κάποιες Μάστερ κλάς αυτοσχεδιασμό. Θα κατεβεί παρουσιάστρια και θα κάνετε αυτοσχεδιασμό να δείξετε 2-3 κινήσεις Χορευτικές. χορευτικές. Α, πολύ ωραία. Почему вы не спрашиваете, что он напьет? Пожалуйста, Альбина. Στα τρία, καλέ μου άνθρωποι, τι Нет, να вы сделали μάθει. комплимент Так, женщине, я она должна, готова. как вы в сделали этом комплимент, смысле. да. Всё, я она- понял. Πάρτε την ανάμεσα εκεί. Вы, то есть, она должна вам обратную связь в виде угощения. Смотрите, вот он, мост дружбы между Александр, мне нужно, чтобы вы мне Грецией переводили, и конечно. конечно. Стерлибашевским районом Республики Башкортостан. Окей. Повторяй за мной, говорит. Да, повторяю. Ага. Это Ένα, 1, 2, τρία, 3, τέσσερα, 4, Ирина, Ага. πέντε, 5. έξι. на тебя смотрит весь Башкортостан, не ошибайся. Все. Я запомнила. Так, теперь под музыку мы это делаем, да? Или еще дальше? Да? 2, 3, 4, ποιος είναι Κώστα, 5, Ποιος είσαι? 6, 1, 2, 3, Слушайте, ну это легко, это и я тоже смогу. 5, Присоединяйся, Дмитрий. Нет, нет, Альбин, я постою, посмотрю. 2, Когда заиграет музыка и начнется ритм, ноги запутаются. У нее не Браво. запутаются, поверьте мне, Александр. Чудесно. Альбин, ты Заберете знаешь, меня в ты в Грецию? этом пиджаке чем-то похож на гречанку, я тебе скажу. Да. Да, только не из Фессалии, 2. южная часть. Βάλω και το χορότερο, βάζω τώρα, ξεκίνα. Ανοίξτε λίγο. Ναι, ναι, ναι. А, неплохо, смотри-ка. Альбина, сделай серьезное лицо. Посмотри на них. Не сложно? Нет? Я уезжаю в Грецию. Уезжай. Спасибо. Спасибо. Она научилась. Чудесно. Спасибо. Спасибо. Тебе сказали, ты лучший ученик после, ну там, да. А куда едет Блестяще. делегация Греции дальше по республике? Ρωτάει που πάμε μετά που Я думаю, что ταξιδεύουμε они, γύρω скорее всего, не знают географии Башкортостана. Я у Александра спросила. А, вы у меня спросили, извините, тогда мне говорите, что нужно переводить что-то. Дело в том, что настолько у нас напряженная, в хорошем смысле, программа, я не помню, честно говоря. Ну, вы по всей республике Мы по катаетесь. всей республике, да, мы были в Салавате, мы были вчера в Красной Горке, великолепный прием, настолько всем понравилось, и район. Я для себя, как я родился здесь, очень много узнал об, республике. да, о республике, да, переводя грекам, вот, про нашу природу, про наше богатство. Давайте у президента СИОФ греческого спросим. Насколько фольклор вообще развивается в Греции нынче, насколько там берегут традиции? Κατά πόσο αναπτύσσεται το λαογραφικό κίνημα τώρα και κατά πόσο συντηρείται η παράδοση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, λόγω της πανδημίας, όχι τόσο, αλλά τον τελευταίο καιρό πολλοί νέοι ασχολούνται με την παράδοση.
К сожалению, ну, последние полтора года в связи с пандемией все очень сложно, любые какие-то действия, но хорошей тенденцией является то, что молодежь сейчас вовлекается в сохранение традиций. Και αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, γιατί και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πράγματα, όχι απλά να χορεύουν, αλλά και να μάθουν πράγματα από παλαιότερους. Это представляет, ну, такой положительный знак, потому что они не только учатся, например, танцевать, но, соответственно, через танец от более пожилых и более взрослых получают какие-то более другие традиции, которые вокруг танца идут. Да, мы понимаем, о чем вы говорите. Ну и вот сейчас, если говорить о том, что вы успели увидеть, вы ведь смотрите не только Республику Башкортостан, но и артистов других стран. Насколько вам вообще в целом нравится фольклориада? Από αυτά που έχετε δει τώρα τελευταίες μέρες είναι εδώ γενικώς και που βλέπετε όχι μόνο Μπασκορτοστάν, γενικώς τη φολκλωριάδα, τι άλλο σας αρέσει και τι έχετε δει? Από τη Φολκλωριάδα. Από τη φολκλωριάδα. Μας αρέσει πολύ που βρισκόμαστε με όλες αυτές τις χώρες που έχουν έρθει αυτές τις μέρες εδώ μαζί με εμάς. Нам, ну, вообще очень приятно, на самом деле, нам нравится такой необычный опыт, находиться с теми странами, которые присутствуют здесь, и мы окружены ими. А вы видели выступление Республики Башкортостан, наши народные башкирские танцы? И τα παραδοσιακά έχουμε δει. Какие впечатления, эмоции? Το μόνο στη Σαλαβάτα έχουμε δει. Έχουμε δει. Εντυπώσεις. Εντυπωσιακό. Ο τρόπος τους, η εμφάνισή τους στο χορό είναι εντυπωσιακή. Και εκεί είναι σωματότυπο είναι λεπτό. Ακριβώς, ακριβώς. Смотрите, единственное, что мы увидели, это из-за очень напряженной программы, потому что мы находимся за сценой, выступление, мы в Салавате нас очень хорошо приняли, и было башкирское выступление, и, соответственно, еще представляли девушки, например, в хороводах, которые мы водили. Очень необычное впечатление, нечто, что отличается от Греции, и на что все греки обратили внимание, это именно статные, красивые, ну, девушки, естественно, и потому что я слышу от греков, какие необычные башкирские красавицы. Ну, конечно, слушайте, не удивись. Так, Александр, у нас, смотрите, время подходит к тому, чтобы наши гости показали еще один номер. Я так понимаю, что это будет танец. На костюмы мы насмотрелись, хотя, конечно, там глазу есть на чем остановиться. Что будет сейчас? Просите, пожалуйста. Έρχεται η ώρα σιγά σιγά, θα κάνετε το δεύτερο το νούμερο, το δεύτερο πρόγραμμα που θα βγείτε. Απλά σύντομα, τι θα χορέψετε τώρα? Ένα ελεύθερο χορό από τη Μακεδονία. Ну, это свободный танец из Македонии. Свободный танец из Македонии. Все внимание на экран. Прошу вас.
объединяет не только фольклориада в этом году, да, что у нас есть дружественные отношения России и Греции, и я думаю, что Константин прокомментирует, да? Μας ενώνει σήμερα όχι μόνο φολκλωριάδα, αλλά οι σχέσεις μεταξύ δύο χωρών και θα κάνετε λίγο σχόλια με αυτό. Φυσικά. Για εμάς είναι ιδιαίτερη χρονιά φέτος. Αρχικά γιατί μετά από όλη αυτή την παύση στη μουσική και στο χορό, είμαστε σήμερα εδώ για να χορέψουμε ξανά. Во-первых, для нас это особый год, начиная с того, что нам предоставилась возможность наконец-то все-таки хотя бы сложно, но объединиться и снова исполнять музыку и танцевать. Και επιπλέον φέτος, το 2021 είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα στα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, η οποία οδήγησε στην ανεξαρτησία της χώρας. И мы хотели бы сказать, что у нас 21 год – это особый год в Греции, потому что мы празднуем 200 лет революции, освободительной революции в этом году, которая освободилась от турецкого... Да, это национальный праздник. Да, это национальный праздник. Στον οποίο αγώνα βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό φιλέλληνες, όπως πολλοί Ρώσοι. Дело в том, что началу революции способствовали огромные общины греков, живущие за рубежом, в том числе и в России. Και η Ρωσία ήταν μία από τις хώρες που βοήθησε αποφασιστικά στην ανεξαρτησία της Ελλάδας. И Россия была одной из стран, которые очень сильно помогли в начале этой революции, принятия решения о революции. Греки, проживающие на территории России. Και επιπλέον το γεγονός ότι οι δύο χώρες με την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Δένδια, και του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του κ. Λαυρόφ, για την ανακήρυξη του 2021 ως έτος ιστορίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. И приурочили в этом году к 200-летию празднования освобождения министр иностранных дел Греции Николас Дендис и России Сергей Лавров подписали меморандум о проведении 2021 года, года взаимной истории России и Греции. И в рамках идут различные мероприятия. И у них особенная честь команды быть и фольклорного ансамбля в этом году находиться в России. Спасибо огромное. Спасибо вам большое за то, что приехали. Приезжайте к нам еще.